Наркология выделилась в 1975 году из психиатрии. Нарколог должен знать прекрасную психиатрию. Наука не рождается на пустой почве. Она имеет фундамент, первый этаж, второй. При том, что второй объясняет первый. Фундамент держит все здание. Да? Клиника отличается тем, что она лечит больным и имеет доказательную базу. Прежде чем назначить какой-то препарат, нужно прекрасно знать биохимию организма, физиологию. Заболевание надо знать. Если решит государство так, значит будем лечить. Я всего лишь доктор. Ничего личного. За державу обидно, что больным не дают ни одного шанса. Крым там, где моя родина, где мой народ. У каждого народа есть свой менталитет. Я в нем родился, я в нем и умру. Так я воспитываю детей, так и воспитывали меня. Добрый день! Сегодня на телеканале АТР в программе «Персона» с Гульнарой Побытовой гость. Гость необычный – Кадыров Асан Османович, начальник, руководитель медицинского центра, который занимается проблемами психиатрии и наркологии. Здравствуйте. Здравствуйте. Салям алейкум. Алейкум салям. Мой первый вопрос, Асан Османович, будет такой. Несмотря на то, что мы находимся вот в этой клинике, а она частная, вы все-таки в первую очередь доктор или бизнесмен? Я в первую очередь доктор. Эта клиника образовалась не на пустом месте. Она не организовывалась с целью зарабатывать деньги. Просто появилась необходимость. Были больные, одна медсестра. Потом количество больных увеличивалось. Пришлось взять 2 медсестры, доктора. И дошло до того, Она начиналась, клиника начиналась с кабинета? Начиналось, да. Ну, как это принято называть? Кабинета, в клинике я работал и в психиатрии, и в наркологии, и ложил в стационары, потом пытался лечить так, потом открыл первую частную клинику. Она открылась в 1996 году в Ташкенте, в центре города. Я работал и ассистентом кафедры наркологии Института усовершенствования врачей и имел свою клинику. Только по мере того, как росло большое количество врачей, по мере того росло и количество медперсонала. Мы сейчас говорим об этой клинике или о О ташкентской первой клинике? ташкентской клинике, ведь она была непрерывная. Я работал в Ташкенте, потом проработал 10 лет в Крыму, ну и вот здесь уже вот 3-й год. Ну, понятно, по каким причинам. Мне пришлось уехать со своей исторической родины в Киев. Ну, тем не менее, вот здесь уже 3 года мы работаем. Так что я не разделяю, да, Ташкент, Крым, Киев. Клиника одна, медперсонал, врачи, состав врачей практически, ну, неизменный. Вот. Ну, основной костяк здесь, да. Клиника Асана Кадырова имеет узкоспециализированное направление – наркология. Но, тем не менее, в своей визитке вы пишете, что вы психиатр, нарколог. Вы можете объяснить это? Наркология выделилась в 1975 году из психиатрии. Почему же она выделилась? Хотя она является неотъемлемой частью психиатрии. Потому что все изменения в организме наступают в результате употребления психоактивных веществ. Психоактивные вещества – это термин, он удобно используемый. Под ним во всем мире подразумевают разные психоактивные вещества. Например, алкоголь, опиаты, стимуляторы, галлюциногены, барбитураты, транквилизаторы. Ой-ой, это так непонятно, может быть, нашему телезрителю. Это, наверное, все то, что может находиться в ней. Вызывает зависимость, изменяет восприятие, изменяет соматическую часть организма. Поэтому все те симптомы общей психопатологии, которые мы видим у своих больных, они наступают в результате употребления психоактивных веществ. Ну, например, депрессивно-параноидный синдром. Он может быть при эндогенной патологии, шизофрении. Он может быть при эндогенной патологии, маниакально-депрессивных психозах. Он может быть при реактивных симптомах, что мы вот зачастую видим даже сейчас в АТО. Рядом убили человека перед матерью, сын погиб и так далее, и так далее. Он может быть при органических изменениях, выраженных, например, при опухолях головного мозга,
при черепно-мозговых травмах. Да? В данном случае он связан с употреблением психоактивных веществ. Поэтому это рассматривает нарколог. Почему психиатр? Потому что нарколог не может быть без психиатрии. Это как ортопед-травматолог. Ведь не может же быть ортопеда без травматолога. Это вызывает высокие требования к врачу-психиатру, наркологу. Потому что нарколог должен знать прекрасно психиатрию. Может, даже лучше, чем психиатр. Потому что нарколог должен дифференцировать, что доминирует: психическое заболевание или это последствия психоактивных веществ. И никто не может диагностировать психический статус, кроме психиатра и нарколога. Нарколог должен знать хорошо соматическую часть, потому что мы видим все изменения в организме. И свои специфические изменения: гепатиты, холециститы, панкреатиты, токсические, кардиомиопатии, явления энцефалопатии. И они связаны именно с токсическим действием. Если мы видим токсический гепатит, то он свой специфический, это не инфекционный. И переходит он совершенно по другим этапам цирроз печени, никак связано с инфекционным гепатитом. То же самое мы видим те же кардиосклерозы, мы видим органические изменения в головном мозге. Поэтому для врача... То есть вы сталкиваетесь с таким букетом разных заболеваний? Только я. Вся наркология. Вся наркология. Это наука, это такая дисциплина, и во всем мире это известно. Не надо здесь открывать никакую Америку. Пожалуйста, посмотрите, что такое наркологическая клиника. Поэтому эти больные, они требуют адекватного лечения. А вот вы можете описать некий такой усредненный портрет пациента, который поступает в вашу клинику? Все поступают. Эффективность лечения зависит от очень многих факторов. Первое. Анатомофизиологические особенности организма. Печень внешне похожа у всех, а функциональные возможности разные. То же самое сердце, легкие, головной мозг. Второе, это зависит от интеллекта. Понимаете, есть люди, которые всю жизнь на стройке, может быть, бутылку мастеру носили, а есть люди-академики, профессора, которые, к сожалению, страдают этим заболеванием. И не только профессора, и банкиры, и депутаты. Психоактивные вещества употребляют очень многие. И при том уж даже не подозревая о том, что они стали больными. Да, люди они сами не знают об этом. Об этом сами. И если эти моменты надо будет осветить более досконально, я могу и о них рассказать. То есть к вам приходят пациенты самых разных социальных слоев, самых разных профессий, самых разных возрастов. Совершенно верно. Так вот, второе, как вы сами сказали, это зависит от возрастных особенностей. Это зависит от динамики заболевания. Алкоголизм, наркомания – это проградиентное заболевание. Оно имеет начало, скорость, середину и конец. И мы, врачи, можем определить, на каком этапе находится заболевание. Мы его можем прогнозировать. Мы можем, так вот, в зависимости от стадии заболевания должны назначаться адекватные методы лечения. Так вот, как я уже сказал, факторов очень много. Анатомофизиологические, возрастные, динамика заболевания, интеллект. Хорошо, но вот поступают разные больные к вам в клинику. А вот люди как-то, которые живут рядом с этими больными, они могут как-то определить, это больной или вот ваш этот клиент, как говорится, или нет? Ну, я задаю этот вопрос не потому, что мне хочется его задать, но я задаю вопрос еще, может быть, обострить внимание наших телезрителей о том, что могут быть и среди близких, родных такая поведенческая реакция. Вот в этом вся и беда этого вопроса. Вы приехали ко мне целенаправленно как специалисту, потому что вы понимаете, что это патология. Но многие люди не понимают, что это патология. То есть наркоман – это уже все? Наших больных оценивают по морально-этическим качествам. Почему-то к болезни относятся как к образу жизни, понимаете? То есть принимает это как социальная проблема, да. Кто-то должен обязательно побеседовать и вдруг переубедить больного, и благодаря доброму слову и печень, и сердце восстановится, и сразу психика, да, и дифференцируется диагноз, может он душевно больной, и сразу станет ум. Так не бывает.
Это вопрос даже не должен подниматься, потому что еще в 1988 году, да, Национальная медицинская академия в Америке было утверждено, что это заболевание головного мозга, сопровождающееся поведенческими изменениями, соматическими изменениями. Ну, я не знаю, этих цифр очень много. Вот Да. в Союзе выделялась наркология, в 1975-м в Америке утвердили, в 2007 году ВОЗ, комитет по психоактивным веществам, определил о том, что это болезнь. А если это болезнь, то не должно быть никаких сомнений, что Болезнь нужно лечить. Нужно лечить. Поэтому еще в букварях и в азбуках написано, что больные лечатся у врачей. Но есть еще такое мнение, что все-таки если наркомания, это неизлечимо. Это такой вопрос многогранный, который... Причем, извините, извините, Асан Асманович, я вас перебью немножко, я хотела продолжить. А это неизлечимо, но есть много других заболеваний, которые неизлечимы, но тем не менее к этому заболеванию отношение какое-то очень специфическое. Вы мне назовите, это излечимо или нет? Вы мне назовите сначала, сколько у нас на родине, в Украине, клиник, которые лечат это заболевание. И вы поймете, что их практически нет. А по каким вы критериям определяете, вылечился или не вылечился? Это хорошо. А ваша клиника – это клиника или это Это реабилитационный клиника. центр, или это что? Это клиника. Это клиника, где трудятся врачи с категориями, где оценивается психический статус больного, где лечится соматическое состояние больного, где назначаются адекватные методы лечения, где доктор вам ответит всегда на любой вопрос. Вот. Если тем она и отличается, понимаете, медицина, она имеет доказательную базу. Вы понимаете, это что еще в трудах Гиппократа и Галена был описан абстинентный синдром. А сколько туда несли свою лепту ученые люди, Авиценна, Блюер, Кандинский, Корсаков. Это все можно убрать и сказать, что реабилитационный центр лечит. Так не бывает. Наука не рождается на пустой почве. Она имеет фундамент, первый этаж, второй, при том, что второй объясняет первый. Фундамент держит все здание, да? Оно имеет базовое. Да? Поэтому клиника отличается тем, что она лечит больным и имеет доказательную базу. Фактически вы можете спросить у доктора, есть положительная динамика или нет. И вам доктор ответит на любой вопрос. Вот есть положительная динамика, у больного упорядочилось поведение, нет симптомов, редуцировались симптомы психической патологии. Вы можете спросить... Но да? это вы сейчас вот так говорите, Асан Асманович, потому что вы с точки зрения доктора, да, а вот с точки зрения человека, которого лежит там брат, не знаю, сестра, там, сосед, не дай бог, там, сын, не дай бог, конечно, но тем не менее, через какое время нужно подходить и спрашивать? Через день, через два, через три? Тот день, когда поступил больной. Сразу? Ну а как? Вот моя клиника, да, как я могу больного положить себе, не взяв анализы, не сняв ЭКГ, не посмотреть его соматическое состояние, не посмотреть психический статус, не определить, какой наркотик он употребляет. Как я могу не ответить на вопрос родственника, какие препараты он получает? Прежде чем назначить какой-то препарат, нужно прекрасно знать биохимию организма, физиологию. Заболевание надо знать. Я вам говорил, что наркологическая болезнь – это проградиентная. И мы видим эту динамику. Вот эта закономерность смены одного синдрома на второй, со второго на третий называется в медицине патогенезом. Тот, кто не знает патогенеза, он не может лечить это заболевание. Мы же не можем одним только добрым словом перевоспитывать. А больные все тяжелые. За фасадом алкоголизации, за фасадом наркотизации всегда прячутся разные серьезные заболевания. И беда в том, что эти заболевания протекают атипично. Инфаркты миокарда проходят безболезненно. Вы, наверное, слышали, люди ложатся спать, не просыпаются. Язвы желудка, 12-перстной кишки. Если другой человек залезет от боли на стену, наши больные ходят, как ни в чем не бывало. Кровотечение протекает бессимптомно. Вот случай расскажу. В нашей клинике у больной с абсцессом ноги ходил месяц. Сделали огромный
лампасный надрез, вышла вот такая чашка гноя, содержимое, создали отток. Может нормальный человек ходить с абсцессом ноги, не хромая. Потому что он постоянно получал опий, наркотик. Вот вы задали вопрос о лечении. Ведь понятия об эффективности лечения тоже разные. Вот я пришел к окулисту, например, и говорю, я позавчера видел на расстоянии 5 метров, а вчера на расстоянии 3 метра, а сегодня на расстоянии 1 метр. Окулист меня полечил, а у меня зрение осталось на расстоянии 1 метра. Вот спросите в простонародье, да, скажут, не вылечил, он же не вернул 5 метров. Да. А в медицине Да. это считается положительной динамикой. Может быть, я завтра ослеп. А может, этот окулист у меня нашел опухоль головного мозга. Или определил сахарный диабет, который приводит к слепоте. Редуцировали сахар, определили вопрос, не вернулись к 5 метрам, да? Но это считается положительной динамикой. Что такое реабилитационные центры? Реабилитационный центр – это когда бывшие алкоголики и наркоманы арендовали за городом дом, собрали кучу людей, создали какую-то программу, закрывает их в доме, пытается по этой программе перевоспитать кого-то, не учитывая ни патологии, ни болезней. Вот это и есть реабилитационный центр. Ну, это фактически Реабилитация должна тюрьма какая-то, да, в рамках похоже- красивого похоже- особняка? Или... Похоже на это, потому что раньше и называли это ЛТП. Дело в том, что реабилитация – это действительно социальная программа. Она действительно должна быть, да? Но они себя позиционируют, что они лечат. В этом вся и беда. Что есть, пускай собирает программы, пускай проводит реабилитацию, пускай беседует о том, что прав он, не прав. Но какое они имеют отношение к лечению? Вы понимаете? То есть Это нормальный обидно. центр должен иметь весь штат обслуживающего персонала, Не то, что медицинского обслуживание, вам должны отвечать за лечение адекватно на все вопросы. Вы смотрите, назначить препарат. Что такое назначить препарат? Если мы возьмем инструкцию каждого лекарства, мы увидим, что это панацея от всего. Однако доктора назначают разные препараты. Почему? Потому что у каждого препарата есть свои параметры. Например, толерантность, резистентность, период полувыведения, совместимость. токсичность, совместимость, потенцирование, понимаете? Это может учитывать только врач, соответствующий состоянию больного, динамике заболевания, состоянию органов. Например, один препарат токсичный, имеет гепатоксический эффект, другой нефротоксический. Один препарат более длительного действия, другой медленного действия. Как можно называть, что я лечу, и закрывать их какие-то центры? В этом и беда, что, к сожалению, клиник, где врачи, у нас можно по пальцам посчитать. Я не беру оценивать деятельность своих коллег, я не имею права. Я не могу обсуждать политику нашего государства. Кто это будет проверять, кто это за этим смотрит. Я не могу это оценивать, я занимаюсь только своей лечебной деятельностью. Понимаете, если мне завтра сверху скажут, что вот мы установили программу или легализовали марихуану, я тоже не буду говорить против. Для меня я не политик, я доктор. Я буду лечить, количество этих больных увеличится. Ну и что? Я буду заниматься своей работой. Но это вы поймете как доктор. А пациент не поймет Не это, поймет. да, ему же могут сказать все, что угодно. По каким критериям могут выписать? Критерии таковы: пока платишь, будут держать. Перестали Совершенно платить. Ну вот как-то да, совершенно значит, верно. выписать. Асан Османович, давайте все-таки нашим телезрителям поможем и ответим на вопрос, как же отличить клинику с псевдолечением от нормальной цивилизованной клиники, которая приносит реальное лечение и реально выводит из состояния, сложного состояния пациентов с алкогольной и наркотической интоксикацией. Во-первых, надо посмотреть, есть ли лицензия на лечебную деятельность. Это немаловажный фактор, понимаете. Если есть лицензия на лечебную деятельность, значит, в клинике могут работать врачи с категориями. Клиника не может быть без врача.
в клинике, в наркологической клинике должен присутствовать доктор круглые сутки, дежурант. Если мы возьмем по требованиям трудового законодательства, ставка врача 156 часов. Это где-то порядком 6,5 суток дежурств. Это минимум в клинике должно быть 4 врача, потому что 1,5 ставки это 10 дежурств. Значит, эти врачи должны быть оформлены. Значит, за этих врачей нужно платить налоги. Эти врачи должны получать зарплату. Иначе они не могут работать по 2,5 ставки, по 3 ставки и так далее. А врач должен быть там. То же самое касается медсестер, то же самое касается санитаров. Если это есть лицензия, значит здание должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. То есть и на это тоже может быть, обрабатывать. и на это тоже можно потребовать документ? Лицензия. Лицензия дается в том случае, если клиника соответствует всем нормам, да, санитарно-гигиеническим, где должна быть процедурная прачка, где должна быть палаты соответствующие. На одно койко-место должно быть 9 квадратных метров, например. Все это должно соблюдаться. Поэтому получить лицензию именно медицинскую, это нелегко. Собрать такой коллектив, где работали бы, например, 5 медсестер, 5 врачей, например, санитары, была своя кухня, бухгалтерия, вести истории болезней от А до Я. История болезней – это юридический документ, это нелегко. Зачастую взять и решить этот вопрос, и чтобы коллектив работал в одном направлении, с одним интеллектом, и чтобы у него были возможности, вот сколько я назвал соматической патологии, значит, в этой клинике должны быть еще и консультанты. Несмотря на то, что мы врачи, у нас есть свой терапевт, невропатолог, хирург, анестезиолог-реаниматор, есть палата интенсивной терапии, реабилитационный центр. Никаких рычагов давления на него нет, потому что никогда у них нет лицензии. Правда, они делают по-другому. Они берут доктора, который имеет лицензию на индивидуальную трудовую деятельность, приглашает себе в реабилитационный центр и сдают ему в аренду один кабинет. Потом показывают его документы, лицензию и называет себя клиник. Ну, если доктор один раз в неделю появляется, вы понимаете, что адекватность лечения будет сводиться к нулю. Понимаете, все реабилитационные центры говорят о дешевизме. Да. Ну, вот соседняя Польша. О доступности лечения. Соседняя Польша возьмите. Там тоже много экстрасексов, программ. Очень много людей, которые вызывают там вылечить при помощи там всеразличных пасов и так далее, да. Духовность привлекает духовности. Однако самое дешевое лечение начинается с 16 тысяч евро. Вот иногда охота задать вопрос, ну почему во всем мире так? И люди стоят у доктора со страховкой, они хотят получать адекватное лечение. Ну, к сожалению, вот это невежество у нас как бы присутствует. Да? Вот смотрите, ведущий синдром в наркологии – это абстинентный синдром. Но его все знают. О нем все наслышаны, скажем так. Но никто его не знает. Он вырабатывается раз и навсегда. Есть такая народная мудрость: человек-алкаш однажды, человек-алкаш всегда. То же самое относится и к наркотикам, к другим психоактивным веществам. Вот он состоит из 3 симптомов. Это психическая зависимость, физическая зависимость и измененная реактивность организма. Если мы будем лечить только психическую зависимость, добрым словом, уговаривать, от того, что мы 100 раз скажем халва, во рту сладко не станет. Если мы будем лечить, капать и лечить другие органы, пожалуйста, да, этот симптом психическая зависимость, измененная реактивность, он возьмет вверх. То есть лечение будет не то, что неадекватным, неполноценным, оно будет заведомо известно неэффективным. Поэтому, леча абстинентный синдром, можно только учитывать психическую, физическую, измененную. Все эти 3 симптома должны учитываться. Отсюда можно понять, что на уровне кабинета, в домашних условиях, да, лечение будет заведомо неэффективным. Поэтому те, кто этим занимается, да, он, я считаю, преследует корыстную цель. Потому что, зная о том, что нет адекватного лечения, человек едет. Ну, обычно, знаете, как это бывает, да? Если доктор не удел, ну, позвонили, хочешь заработать? Вася запил, они тебе заплатят.
Поехали на дому, 2 дня прокапали, уехали, да, вы понимаете. А то, что приехал доктор, например, на дом, поставил капельницу, больной уснул, доктор уехал, а больной не проснулся, вы уже ни с кого не спросите. Вот в этом вся и беда. Кто-то из реабилитационного центра, кто-то из вытрезвителей, вот, например, я знаю ряд врачей, которые не имеют психиатрического, наркологического образования, называют свою клинику наркологической, пытаются вот 3 дня покапать, поделать какие-то уколы, не зная психического статуса, не зная динамики, и отправить за определенную энную сумму в реабилитационные центры. Да? Кто так решил? И почему они так решили, что 3 дня хватит для больного или 4 дня? Чем они обосновывают то, что вот они прокапали, как вытрезвители, да, и выбросили его в реабилитационный центр, не зная психического статуса? Никто в этом ничего не может сказать. Так вот, этот абстинентный синдром, он может лечиться только в клинике. При круглосуточном наблюдении. Цифры ВОЗ говорят о чем? Что в любой наркологической профессиональной клинике, при любых адекватных методах лечения, влечение психоактивным веществам будут длиться минимум до 15 суток. Понимаете? Это для любого типа личности, а могут быть и больше. И будут это проявляться в виде аффективных расстройств. Например, депрессии, навязчивости, дисфории, психопатизации, нарушения сна. Вы знаете об этих синдромах? Вы можете, по каким критериям можете оценить депрессию? Это может знать... Иногда абсолютно нормально рядом гуляющий человек. Хорошо. Да? Чем отличается сверхценная идея от бредовых? Почему в одних случаях мы ставим бред сформированный, а в других, когда гений. человек, да, гений, да, вот определить. Ведь это вы не можете определить. И это не может определить терапевт, анестезиолог, реаниматор. Это не может тем более определить в реабилитационном центре кто-нибудь, не говоря уже о тех педагогах, психологах. Я вам говорю, что в интернет, когда заходишь, вы не найдете клиники. А как они лечат? И что есть кто с них спросит? Я могу ответить только за свою работу, за то, что я лечу. Вот давайте тогда о вашей работе Да. в клинике. Клиника, я прошлась, посмотрела, все очень строго, все очень, ну если можно сказать для клиники, симпатично. Спасибо. Да. Ну скажем так, и даже нет ощущения, что это, собственно говоря, клиника. А это клиника. И здесь есть врачи, и есть медсестры, и есть охранники, как я поняла. Да, и есть администратор постоянно, который вот с ключом ходит. Да. Вот. Есть врачи, которые приезжают дополнительно на консультацию. Да? Совершенно верно. Да. Вот это и есть вот такой вот, ну, близко к идеальному, скажем так, образ Понимаете, да. медицинского центра, Совершенно. наркологического. Этим отличается частная клиника от государственных. Почему? Потому что здесь возможностей больше. Мы пользуемся неограниченным количеством лекарствами. То есть мы берем дорогие препараты, мы берем то, что необходимо для больного, для назначения. Если, может быть, в бюджетных больницах что-то ограничено, и врач начинает искать какие-то другие пути, и начинает просить больных, чтобы они сами покупали, в этой клинике всегда есть лекарства. В этой клинике 2 отделения. Одно общее, со всеми требованиями, режим отделения закрыто, это не мной придумано, это во всем мире. А второе VIP-отделение. Второе VIP-отделение, оно соответствует 4-звездочному отелю. Одноместные палаты с вишенебельной мебелью, там бильярдный стол, разрешается и звонить, и телевизор, и все. Честно говоря, это бы отделение, может быть, я бы и не открывал. Но жизнь так распределила. Да, Есть сейчас. потребность, Совершенно пожалуйста, есть предложение. Люди разного статуса. Есть люди, которые летят за границу, живут в 5-звездочных отелях, платят за сутки там, до $5000. Есть люди отдыхают и
хотят такого комфорта. Их не положишь в общее отделение. Они не будут лежать. Есть люди, которые имеют свою охрану, например. Люди, которые должны работать на компьютере, перечисляют такие суммы, о которых нам и не снилось. Для них сделано вот это VIP-отделение. И вызываются врачи на консультацию. И чаще Вызываются, всего, да. потому что есть побочная патология. Да. Вот вы Чаще видели, всего какая побочная патология? да все патологии. Пожалуйста, жировая дистрофия, хронические алкогольные, наркотические гепатиты, переходит в цирроз печени. Пожалуйста, здесь все последствия, мы их видим, да. Здесь нужны препараты, здесь нужно адекватное лечение. Мы будем, конечно, консультироваться с терапевтом помимо этого. Есть цирроз печени, есть декомпенсация печени. Здесь мы видим изменения разных анализов. Ну, пожалуйста, при декомпенсации печени это вот варикозное расширение вен пищевода и прямой кишки. Значит, в любое время может быть кровотечение, понимаете? Эти больные ходят под наркотиками, никто это не видит. А когда они попадают в клинику, они должны получать адекватное лечение. Ваше отношение к легализации От моего отношения каннабиса? с легализацией ничего не изменится. Нет, ну я просто спрашиваю Потому мнение. что ее хотят легализовать без совета врачей, психиатров, наркологов. Скажите мне, как можно легализовать психоактивное вещество, которое меняет восприятие? Ну, потому что это в цивилизованных странах приняли. Наверное, только поэтому. Подождите. Советский Союз – это цивилизованная страна. Мне сложно Была. ответить на этот вопрос. Считали, что цивилизованно. Был сухой закон. Сколько кричали, что этот горбатый сволочь, 30% бюджета, а сколько было отравления одеколонами, всякими химиями. Было такое? Было. Ну да, было. 2-3 года, наверное, нет? Да. Зато никто не вспомнил, что в течение 3 лет уменьшились смертность, перинатальные центры уменьшились, дети стали рождаться здоровыми, без болезней. Никто не отметил, что жизнь человека увеличилась за этот период. Никто не отметил, что затраты на гипопротекторы, сердечные витамины уменьшились. Но зато кричат 30%. Вы знаете, сколько за нашу жизнь разрешали и отменяли эти наркотики? Так что это вопрос такой спорный. Если у них разрешили, то это не значит, что мы должны дурманить людей. Наркомания, алкоголизм передается по наследству? Вы знаете, это такой вопрос спорный. Да? Наследственные заболевания мы называем те, которые можно посчитать, в каком поколении это проявится. Мы не можем посчитать. У больных наркоманов и алкоголиков рождаются здоровые дети. У здоровых родителей бывают наркоманы и алкоголики. Вы понимаете? Да, мы пишем в истории болезни, наследственность отягощена. Но это не значит, что это наследственное заболевание. Лучше сказать, вероятность огромная. Понимаете? Но это не значит, что наследственное заболевание. Я хотела у вас спросить, Асан Османович, ваше отношение к метадоновой программе. Негативное. Во-первых, метадоновая программа, она не имеет отношения к лечебной деятельности. Мы немножко должны объяснить телезрителям, что метадоновая программа еще называется заместительная терапия для, поправьте меня, если я неправильно скажу, для групп, которые употребляют наркотики. Для лиц, которые употребляют наркотики. Вот вы сами ответили на вопрос, да, заместительной терапии. Да, вот сегодня видели, я консультировал больных. Эти больные находятся на гемодиализе. Это сложное заболевание. Они не могут жить без аппарата, они Нефрологическое. умрут, потому что у них почки не работают. Вот эти почки заменил аппарат. Я понимаю, больной сахарный диабет, да, ну, не вырабатывает поджелудочная железа инсулин, например. Мы ему делаем инсулин. А что мы должны заменить у наркомана? Вот саму суть. Да, на Западе есть такая программа. Они посчитали, они все считают. Что такое наркомания? Это характер эпидемии. Все больше и больше молодежи начинает употреблять. Как ее локализовать? Никто на этот вопрос ответить не может. Это распространение гепатита С, ВИЧ-инфекция.
Это криминальная обстановка. Я уже говорил, 85% преступлений во всем мире совершается в нетрезвом состоянии. Это травматизация. Эти больные попадают к травматологам с переломами, лечат, получают побочные лечения, страховки за это платят. Как можно решить этот вопрос? Ну, не знаю. Если это огромные деньги, если, значит, да, они кому-то если интересны. ты не можешь решить этот вопрос, лучше его возглавить. Они заключают договор с больным наркоманом. Они дают ему за это наркотик. Но он подписывает то, что он не будет во внешней среде где-то употреблять и искать наркотики. Он будет получать лекарства, если надо, шприцы. За это он получает, по-моему, 600 евро. У него есть волонтеры, которые следят за ним. Понимаете это вы сейчас меня? говорите, как это работает на Западе, На и Западе, как это не работает да. у нас. Да. Они Вернее, решили- не дорабатывает. Да. Они решили этот вопрос. Локализовали количество больных. Они с этой программы никогда не уйдут. Понимаете, есть такое понятие фармакологическое, да, толерантность и резистентность. Что такое толерантность? Терпимость. По отношению к психоактивным веществам. Вот я употребил сегодня 0,2 грамма героина, мне очень хорошо. Завтра я употреблю 0,2 грамма, мне будет нормально. Послезавтра я употреблю 0,2 грамма, да, я буду только в тонусе. А через неделю я употреблю 0,2 грамма, да, я уже буду болеть. У меня будет явление абстинентного синдрома. Я должен употребить 0,3, 0,4, 0,5. А что такое резистентность? Резистентность – это невосприимчивость организма. Вот ко мне пришел больной на консультацию и говорит: Асан Османович, я сегодня не завтракал. Ну, 2 бутылки водки я выпил. Вы понимаете, если мне влить 1 бутылку, меня ни одна реанимация не откачает, потому что я не пью. А этот человек выпил. А ведь когда-то он начинал с фужера шампанского. Есть такое понятие перекрестная толерантность. Это не наркологический термин. Например, вы пришли к стоматологу, а стоматолог говорит: вы не пили вчера спиртное. Этот вопрос не заради спортивного интереса. Даже местная анестезия уже будет действовать неадекватно. Не говоря уже о других процедурах. Вот вы даете наркоз, нашим больным наркоз приходится давать в 3-4 дозы выше. Можно 4 прооперировать. А наши больные лежат и улыбаются на операционном столе, потому что у них высокая толерантность, резистентность. Как я могу сказать о том, чтобы эту программу легализовали и положительно к ней относиться? Я еще раз повторяю, мое мнение ничего не решает. Если решит государство так, значит будем лечить. Я всего лишь доктор. Ничего личного, ни в каких политических, никого я не осуждаю, не обсуждаю. Да? Жалко, за державу обидно, что больным не дают ни одного шанса. Асан Османович, ну вот чтобы так вот уже финализировать нашу с вами такую интересную медицинскую беседу, все-таки надо сделать какие-то выводы, что, как в любое другое направление, медицина сейчас в сложном состоянии, когда она не пришла еще из одной советской системы, не перешла в какую-то новую систему, в которую мы движемся. И будут ошибки, и будут шарлатаны, о которых вы рассказываете. Здоровье всегда в руках самого человека, поэтому все-таки мы рекомендуем обращаться к специалистам, Конечно. если мы видим какую-то медицинскую проблему. А сейчас мы поговорили об очень сложной медицинской проблеме. Но вы все-таки из Крыма, да, из Ташкента, потом переехали в Крым, сейчас в Украине. Я бы хотела вас попросить, вот, может быть, вы вспомните какие-то хорошие истории о Крыме. Небольшую, но хорошую, позитивную, У меня чтобы всё финализировать нашу с вами У беседу. меня все позитивное по отношению к Крыму. Крым – это моя родина, это моя историческая родина. Хоть я и родился в Узбекистане, но мои родители были депортированы оттуда. Вот. О Крыме мы говорили все детство, о Крыме мы говорили всю жизнь. Они первые уехали в Крым. Я задержался, потому что как-то я рос в карьере в Узбекистане, там и на кафедре, и быстро закончил, и заведующим сделали меня, и лечил. Очень многих больных лечил, все практически знали меня, да.
Крым – это жемчужина нашей планеты. Крым там, где моя родина, где мой народ. У каждого народа есть свой менталитет. Я в нем родился, я в нем и умру. Так я воспитываю детей, так и воспитывали меня. Поэтому о Крыме у меня, несмотря на то, что он оккупированный, это моя родина. Я его люблю таким, как есть. Я никого не осуждаю. И будет возможность, я вернусь туда, все равно на свою родину. Да? В данный момент по многим причинам я здесь. Обратите внимание, тоже не по политическим, а чисто по своим медицинским. Даже могу рассказать, почему я именно сюда приехал из Крыма. Потому что он оккупирован. Самолеты туда не летают, поезда туда не приезжают, корабли туда не приплывают. А столько больных, которые у нас лечились из-за границы, которые лечились со всей Украины, я их не мог бросить. Сюда можно приехать, пожалуйста, с Крыма. Независимо от политических убеждений, они приедут с России, приедут с Краснодарского края, с Москвы. Здесь я их встречу, буду лечить, не говоря уже о других, да, больных. Там я это не смогу сделать. Ничего личного, никаких политических. Я доктор, я никуда не вмешиваюсь. Вам здоровья большого. Спасибо. Спасибо. И успехов. Спасибо. В вашей деятельности, Спасибо. в этом нелегком медицинском труде, если это так можно Спасибо. сказать. На Спасибо. благо нации, на благо человечества, на благо освобождения Крыма. Спасибо Спасибо. вам большое. Спасибо. До свидания.